Здравствуйте, это информационный выпуск. Сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Импульс А, Иронсан и Алания Лес. Делегация бизнесменов из Челябинска посетила предприятие Южной Осетии с намерениями наладить сотрудничество. День вневедомственной охраны. В Южной Осетии чествуют сотрудников одного из старейших управлений в структуре МВД республики. Кожаный мяч. В Цхинвале стартовал ежегодный турнир по футболу среди юношеских команд столичной спортивной школы. В этом году впервые в соревновании участвует команда девочек. Президент Алан Гаглоев поздравил командира отдельного диверсионно-разведывательного отряда «Алания» Руслана Остаева, позывной «Скиф», с юбилеем. В поздравительном послании, в частности, говорится: «Уважаемый Руслан Шалвович, примите искренние поздравления по случаю знаменательного юбилея. Вы служите примером преданности Отечеству, силы духа и настоящего братства. Благодаря таким людям укрепляется уверенность в том, что никакие испытания не способны сломить волю и решимость защитников Родины. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения с победой». Делегация предпринимателей из Челябинской области находится в Южной Осетии с рабочей поездкой. Бизнесмены изучили потенциал республики в сфере промышленности и туризма. Они сделали соответствующие выводы и поделились своими впечатлениями и дальнейшими планами на пресс-конференции. Особый интерес инвесторы проявили к развитию активных видов отдыха на свежем воздухе и созданию санаторно-курортной инфраструктуры. Стелла Бязрова расскажет подробнее. В Южную Осетию прибыли бизнесмены и предприниматели из Челябинской области, заинтересованные в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов. За несколько дней пребывания они подробно изучили потенциал республики, особенно в таких направлениях, как промышленность и туризм. Основная цель подобных бизнес-миссий – это продолжение и углубление контактов и открытого диалога между деловыми кругами, подчеркнула помощник министра экономического развития Агунда Газаева. Подобные встречи позволяют наладить неформальные контакты между участниками миссий и бизнес-сообществом Южной Осетии. Не скрою, что одной из целей такой миссии служит формирование и устойчивых внешнеэкономических связей. Мы очень ждем и очень надеемся, что подобные визиты станут системными и со временем позволят заложить прочную основу для дальнейших совместных проектов. Предприниматели отметили благоприятные условия для ведения бизнеса, наличие природных ресурсов, а также растущий интерес к развитию туризма. У республики есть потенциал большой, потенциал и в горной добыче, и в строительном направлении сфере, и в сфере лесопереработки, и в сфере промышленности, сельхозпереработки и сельском хозяйстве. То есть все перед вами, все в ваших руках. Естественно, по возможности мои товарищи будут вам помогать. Бизнесмены также подчеркнули, что город отличается красотой, уютом и чистотой, что играет важную роль в формировании благоприятного делового имиджа и развитии предпринимательской активности. Облагороженные парки. Очень приятное впечатление производит республика. Доброжелательное отношение людей. Очень важно. Хороший показатель культуры поведения водителей на дороге. То есть все это в комплексе действительно создает очень благоприятное впечатление для того, чтобы к вам приезжать еще и еще, для того, чтобы создавать здесь какие-то структуры общения, налаживать, устраивать взаимоотношения. Поэтому у меня очень благоприятное впечатление создалось о республике. Мы занимаемся производством асфальтобетонных заводов. Видим, что дорожное машиностроение у вас требует действительно еще улучшения, усовершенствования. Готовы рассмотреть варианты поставок оборудования в вашу страну. Кроме того, предприниматели отметили высокий туристический потенциал Южной Осетии, богатую природу и культурное наследие республики. Особенно проявили интерес к развитию зимних видов отдыха и выразили готовность реализовать проект, связанный с организацией туризма на мотоснегоходах. Я скинул товарищам
красоты, которые у вас есть, видеопрезентацию Григория, которую он мне показал, и получил обратную связь. Мы хотим сюда приехать. Мы хотим увидеть это все своими глазами. Почему мы нигде не знали, что есть в Южной Осетии такие красоты? Отдельное внимание предприниматели уделили необходимости развития санаторно-курортного отдыха, отметив, что Южная Осетия обладает всеми природными ресурсами для этого – термальными источниками, чистым горным воздухом и богатыми минеральными ресурсами. По их мнению, использование этих преимуществ позволит развить новое направление туризма и привлекать гостей круглый год. Предприниматели также выразили надежду на поддержку со стороны государства и Министерства экономического развития, подчеркнув, что совместные усилия власти и бизнеса способны дать мощный импульс развитию промышленности и туризма в республике. Стелла Бязарова, Альдина Чехоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Российская делегация инвесторов в рамках рабочего визита в Южную Осетию оценила производственные мощности и продукты, производимые на заводах республики. В ходе осмотра стороны обсудили перспективы заключения взаимовыгодных контрактов и повышения конкурентоспособности юго-осетинской продукции на российском рынке. Деловая программа визита также включила знакомство с возможностями предприятий «Импульс-А», «Ирунсан» и «Алания-Лес». Подробности далее. В рамках рабочей поездки в нашу республику группа инвесторов из Российской Федерации посетила предприятие по добыче и переработке природного камня «Импульс-А». Они осмотрели площадь завода, ознакомились с его техническими возможностями производимой продукцией. Руководители предприятия рассказали о процессе производства и новых разработках, направленных на улучшение качества продукции и сбыта на большом рынке. Было отмечено, что современный завод производит изделия из уникально серо-зеленого габродиорита, габродиабаза и розового мрамора. В свою очередь бизнесмены отметили, что завод обладает высокими техническими возможностями и соответствует современным стандартам. Предприятие очень широко автоматизировано, что не может не радовать. Минимальная ручная сила здесь используется. Это значит, что предприятие идет в ногу со временем. По итогам визита стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, а также возможности заключения взаимовыгодных контрактов. С собственником мы, с директором переговорили. Для нас предприятие не профильное, мы занимаемся станкостроением для деревопереработки, но есть контакты. На Южном Урале у меня у товарища, у знакомого, есть предприятие, которое занимается обработкой плит, не добычей, а только обработкой. Вот, я ему предложу плиты, либо камни, либо плиты уже производства Республики Южной Осетии. Поделюсь контактами, и там они уже начнут общее общение. Будем надеяться, найдут детали для сотрудничества совместного. Хочется, чтобы данный завод рос и развивался, и поставлял продукцию на территорию Российской Федерации. Участники встречи выразили уверенность, что совместные усилия могут значительно повысить конкурентоспособность камнеперерабатывающей отрасли на российском рынке. Более того, было отмечено, что основной целью посещения Южной Осетии является налаживание деловых связей. Нас пригласила республика поделиться, познакомиться, ну и налаживать деловые связи. Нас 8 человек, мы все предприниматели, практически все предприниматели Челябинской области. Одна у нас девушка из Калининграда, да, в сфере туризма. Вот, у нас несколько предприятий, промышленных предприятий, которые для Республики Южной Осетии готовы поставлять по индивидуальным условиям, индивидуально выгодным условиям для республики свое оборудование. Для делегации предусмотрена обширная деловая программа, в рамках которой планируется также посещение таких объектов, как винодельня «Ирунсан», деревообрабатывающие предприятия «Алания-Лес». Это позволит инвесторам ознакомиться с потенциалом республики и выявить новые возможности для инвестиций. Агунда Губозова, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии отмечается День вневедомственной охраны, учрежденный в честь создания в 1955 году сторожевой охраны при органах МВД. Сотрудники управления осуществляют круглосуточную охрану режимных объектов и имущества граждан, сохраняя оперативную готовность в свой профессиональный праздник. Руководство подразделения подчеркивает, что дисциплина и выдержка остаются ключевыми требованиями к работе личного состава старейшей службы в структуре МВД Южной Осетии.
29 октября в Южной Осетии отмечается День вневедомственной охраны. В этот день в 1955 году была создана вневедомственная наружная сторожевая охрана при органах Министерства внутренних дел. После провозглашения независимости республики и образования Министерства внутренних дел Южной Осетии отдел вневедомственной охраны был преобразован в управление, как одно из структурных подразделений милиции общественной безопасности МВД. Эти люди – надежный щит, который круглосуточно охраняет покой граждан и безопасность объектов. В свой праздник они, как обычно, на посту. юбилей 70 лет. Бира одам джрошади, обунерен в основном дармана молодой лапута, бира ветеран тарошади, ошикостолта. На бунку дофта на костойт хасан дежурствата хасенч. Олеройсом дарцан вайнбойда утренний развод. Барак был праздник, так вайнбойда тарджохчок. Частейсам бойдаван. Практически на кан управление мана начальство дала майордар хоядисам бойда мишикта хабар. На сейчас кунженай сакоста хасткананчи. Майор милиции Суслан Гаглой в структуре МВД работает 16 лет. 7 из них в управлении вневедомственной охраны. Он отмечает, что главным требованием к работе сотрудников возглавляемой им структуры является дисциплина и выдержка. Достойно хасенча служба отдочана низ дуардандар. Боренч, шецен бохасканой. Сакоста хабар такананч достойно. Хорошо с историей образования отечественной вневедомственной охраны знаком и начальник штаба, подполковник милиции Артур Дзиранов. Стаж его работы в ВВО составляет 13 лет. До вневедомственной охраны он служил в рядах ОМОН. Этот опыт ему, несомненно, пригодился. Управление вневедомственной охраной является одной из старейших и важнейших в структуре органов внутренних дел. Мы также присоединяемся к словам поздравлений в адрес сотрудников. Эльвира Тибилова, Давид Туаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню комсомола, организованное Коммунистической партией республики. В ходе праздника, приуроченного к 29 октября, исторической дате создания движения, известного как «Комсомол», состоялась церемония вручения значков новым комсомольцам. Представители партий и образовательных учреждений подчеркнули преемственность поколений и сохранение традиций советской эпохи в современных патриотических инициативах. В честь Дня комсомола Коммунистическая партия провела торжественное мероприятие, посвященное памяти и традициям ленинского комсомола. Традиционно этот день отмечается 29 октября, в день создания организации. В советское время это был праздник молодежи, когда проводились торжественные собрания с участием активистов. За годы существования комсомола его ряды прошли миллионы молодых людей. Многие из них стали известными учеными и государственными деятелями. Мы имеем возможность, глядя друг другу в глаза, вспоминать те дни, проведенные в комсомоле. Каждый из нас в комсомол приходил своей дорогой. Кто-то со студенческой скамьи пришел, кто-то с завода пришел. И самое главное, мы впереди видели будущее. Мы впереди видели простор для борьбы за свои мечты, за свои пожелания. Мы любим комсомол за то, что он очень многое нам дал. Он нас научил жить. Он нас научил бороться. Он нас научил не отступать от заданных целей. Он нас научил дружбе, товариществу. День комсомола – это не только память о прошлом, но и стимул для новых свершений. В своих воспоминаниях старшие товарищи напомнили, что путь комсомола – это путь добра, помощи другим и участия в жизни общества. Жизнь любили, мы свою организацию любили, мы друг друга любили. Спасибо тем, кто организовали это чудесное,
ни с чем не сравнимое мероприятие. Сегодня в ряды комсомольцев торжественно вступили новые участники, а также работники дошкольного образования, которым вручили с гордостью комсомольские значки. Праздник стал символом связи времен и преемственности поколений, вдохновляя молодежь на участие в социальных проектах и патриотических акциях. Наша школа единственная, где сохранились лучшие традиции советской эпохи, подчеркнула заместитель директора по воспитательной работе школы номер 5 Нонна Тедеева. В школе функционирует пионерская организация. С 2022 года под руководством Габараевой Екатерины Павловны, она секретарь парторганизации школы, благодаря ей возродилась и комсомольская организация тоже. На сегодняшний день у нас около 20 комсомольцев, и сегодня в торжественной обстановке мы приняли 12 лучших учеников 9 классов. Я их поздравляю с этим торжественным днем. Нам очень помогает Коммунистическая партия Республики Южная Осетия. Когда мы проводим мероприятия, они нас всегда поддерживают. И когда бывает возможность, они нам материально тоже помогают. Торжество показало, что идеи комсомольского движения продолжают жить и находят отражение в современных инициативах молодых людей. Дарья Хурьева, Заур Остаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Цхинвале стартовал ежегодный городской турнир по футболу «Кожаный мяч» с участием 19 команд детско-юношеской спортивной школы. Соревнования, организованные Управлением культуры, молодежи и спорта столичной администрации, впервые проводятся с участием команды девочек и охватывают 3 возрастные группы. Финальные матчи турнира запланированы на конец недели. Тогда же определятся победители и лучшие игроки. Подробности далее. В Южной Осетии проходит ежегодный городской турнир по футболу «Кожаный мяч». Мероприятие собрало 19 команд детско-юношеской спортивной школы. В турнире принимают участие 3 возрастные группы. Это дети 17, 18, 15, 16 и 13, 14 годов рождения. Мероприятие организовано Управлением культуры, молодежи и спорта администрации города Цхинвал. Дети показывают хорошую игру, а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы их поддерживать, сказал Гурам Битиев. Юные футболисты демонстрировали свое мастерство, умения и навыки, все то, чему они научились за время долгих и упорных тренировок. Давид Хубулов занимается футболом уже около 5 лет. По его словам, ему этот вид спорта очень нравится. Футбол – любимый спорт. Своей игрой доволен и его друг по команде Сармат Кабисов. Он обожает футбол и очень старался выполнить все наставления своего тренера, чтобы не подвести команду. На команду Уфар, абу наказываем дуахат, дуатай мурашидыштым мамахам булам. Ай сауд как тайм. Из голевой момент раттон мембал батарта гол, ама равади счет 4-0. Впервые в турнире принимает участие и команда девочек. Турнир продлится несколько дней. Финальные матчи запланированы на конец недели. И потом уже будут выявлены победители турнира и лучшие игроки. Стелла Бязарова, Фатима Чочиева, Владислав Пащенко. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 11, ночью плюс 7. В Дзауском районе днем плюс 10, ночью плюс 6. В городе Квайса небольшой дождь. Днем плюс 8, ночью плюс 4. В Лениногорском районе днем плюс 11, ночью плюс 8. В Цхинвале днем плюс 12, ночью плюс 8. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.